Итак, добрый день, ученики 5 класса. Урок номер 57. Промелькнувший метеор. Упражнение 368. Прочитайте рассказ девочки, выпишите количественные и числительные вместе с существительными, к которым они относятся. Определите падеж, проверьте себя по вашему помощнику. Итак, мне 11 лет, зовут меня Игерим, я живу в поселке Кумарал, дорога в школу дальняя 2 километра. Дорога туда и обратно домой 4 километра. Но я люблю ходить в школу пешком. От нашего поселка до Алматы 30 километров. В город мы ездим на автобусе. Нужно выписать количественные и числительные. Вместе с существительными не забываем, что количественные числительные отвечают на вопрос «сколько?». 11 лет. Это у нас именительный падеж 11 лет. Так, следующее. 2 километра. Именительный падеж 2 километра. Так, 4 километра. То же самое. Именительный падеж. Количественное, числительное. Так, и 30 километров до Алматы. 30 километров. Сколько? 30 километров. Количественное, числительное, именительный падеж. Следующее. Работа в группах. Составьте диалог, используя данные вопросы по выбору. Допустим, привет, сколько человек в вашей семье? В нашей семье 5 человек. Я, брат, сестра, папа и мама. Сколько лет твоим родителям? Моим родителям, маме 40, папе 42. А сколько твоим? Или можно сказать, у тебя есть бабушка и дедушка? Да, у меня есть бабушка и дедушка. А сколько лет твоей бабушке и дедушке? Моей бабушке 73, дедушке 80. Так, следующее. Упражнение 369. Распределите числительные по двум группам. Определите падеж количественных числительных. Итак, еще раз напоминаю, количественные и числительные отвечают на вопрос «сколько?», порядковые на вопрос «какой?», «который?». Итак, сначала пишем «сколько?» За 4 дня. В данном случае это у нас количественное, 4 дня винительный падеж. 4-й день это у нас порядковое числительное. 6 симфоний. Сколько? 6 симфоний. Это количественное, именительный падеж. 6-я симфония. Это у нас порядковая. Порядковая. Потому что отвечает на вопрос какая. 30-е число. Какое число? Это у нас порядковое. 33 богатырей. Количественное, родительный падеж. Из 12 месяцев это у нас количественное, родительный падеж. 12 месяц это порядковое числительное, отвечает на вопрос который. К 21 году дательный падеж, количественное числительное. 21 век. Какой век? 21. Это у нас порядковое. Так, следующее упражнение 370. Замените цифры словами. Из каждой пары предложений составьте одно, вставляя пропущенное слово год или лет. Итак, образец. Мне 10 лет, а моему младшему брату 3 года. Так, мне 11 лет, моей старшей сестре 22 года. Моей маме 38 лет, моему папе 42 года. Через 3 года мне будет 14 лет, через 2 года маме будет 42. Итак, работа в парах. Прочитайте диалог, о каком правиле вы узнали. В данном случае здесь правило о правописании мягкого знака в числительных. Так, следующее. Работа в группе.
прочитайте, о ком вы узнали, какая информация в тексте является для вас новой. Подготовьте тонкие и толстые вопросы, ответьте на них. Данный текст о Шукане Уалиханове. Итак, тонкие и толстые вопросы. Тонкие вопросы. О ком идет речь в тексте? В тексте речь идет о Шукане Уалиханове. Чьим правнуком является Шукан Уалиханов? Шукан Уалиханов является правнуком Аблайхана. Итак, два толстых вопроса. Что пророчили начальство кадетства Шукану? Итак, ему пророчили будущее крупного исследователя и ученого. Кем был дед Шукана Уалиханова? Дед Шукана Уалиханова, один из 30 сыновей Аблайхана. Так, следующее. Работа в группах. Укажите количественные числительные. Количественные числительные в тексте 4. Так. Второе. Выпишите числительные вместе со словами, к которым они относятся. Запишите их словами. Определите падеж числительных. Так. 30 сыновей, 12 лет, 14-15 лет. Так, третье. Как образовано числительное 12? Объясните его написание. 12. Корень 12. Так. Соединительное гласное «е» плюс суффикс «нацать». Основа слова 12. Следующее. Как образовано числительное 15? Объясните его написание. Так, 15. 15. Корень 5. Суффикс 12. Основа слова 15. Четвертое. Где пишется мягкий знак в числительных 12 и 14? Мягкий знак пишется на конце. Где пишется мягкий знак в числительных 15, 30? То же самое в конце слова. Так, в каком городе учился Шукан? Шукан учился в городе Омске. В какой стране сейчас находится город Омск? Город Омск находится в России. Итак, следующее. Составьте синквейн к слову «ученый». Итак, ученый. Какой? Два прилагательных. Знаменитый, искусный. 3 глагола. Изучает, открывает, исследует. Предложение. Шукан Уалиханов был известным ученым. И обобщающее слово «наука». Так, на этом все. До скорых встреч. Не забываем подписываться, ставить лайки, писать комментарии.